Здравствуйте, дорогие друзья! Мы встречались с вами год назад примерно. Повод был конференция наша очередная. Вчера прошла 9-я православная татарская конференция, а в прошлом году 8-я. И вот на следующий день штаб татар нас пригласил в свою вот эту прекрасную штаб, как это сказать? Обитель. Штаб-обитель. И здесь мы с частью участников переместились сегодня сюда. Причем вчера была конференция, шла она практически целый день, с 10 до 7. В 7 вечера мы разошлись. А утром была божественная литургия. Это уже 3-я литургия в стенах Высокопетровского монастыря, которая проходит на тюркских языках. Как это происходит? Идет литургия обычная, и присутствуют батюшки, священники из разных епархий. Был батюшка даже из Казахстана, отец Елисей Кукеев, он на казахском служил. И каждый свою часть пел, славословил Бога на родном языке. Чуваши, казахи, татары, гагаузы. Я могу сейчас точно кого-то не вспомню, но в этом году палитра вот этих языков она была расширена. Вел службу опять владыка Калистрат Алтайский, алтайский-чумальский, как раз да, алтайский язык присутствовал, тоже тюркский язык. Владыка Калистрат, он возглавляет наши конференции последние несколько лет. Как-то удивительным образом владыка Калистрат ведет эти службы очень торжественно. Может быть, это самое торжественное, что я видела в своей жизни. Не знаю, вот что-то у него есть. Такие службы, чувствуешь себя как на небе. Вот. И вот такие мысли появляются. Ну, как-то вот так, наверное, должно быть ощущение Царствия Небесного. Ну, какое-то вот примерно такое. И после литургии, это в прошлом году была такая же программа, Рустам Файзович Ямалеев нас пригласил сюда. Собрала конференция, и сюда приехали священники, которые занимаются во многом или сталкиваются с тюрками. Дело в том, что тюркоязычные народы, естественно, и шире, но сейчас мы говорим, наверное, о них, потому что большое, значительное количество тюркоязычных народов на территории России и за ее пределами, которые исповедуют православие. Есть целые народы, которые исповедуют православие, и которые не были связаны с исламом почти или вообще, например, как чуваши, потомки булгар. А есть те, которые связаны с исламом частично, это или сильно, да, или полностью. Вот народы Кавказа, некоторые, они полностью, практически на 99% мусульмане. А есть народы, такие как татары, которые частично исповедуют православие, а частично мусульмане. И собрались мы, представители тех народов, которые выбрали Христа, тюркоязычные, вот, и священство, священники, священноначалие, чтобы посмотреть, сколько нас, какие у нас есть вопросы, проблемы, чаяния, надежды. Стоит серьезный вопрос сохранения нашей национальной культуры. Дело в том, что мы все живем в России, в большом русском мире, и в этом, как вот Казань называют, плавильный котел. И можно сказать, что все наше житье-бытие – это плавильный котел, особенно сейчас, во время глобализации. И очень хотелось бы, и было бы это правильно во всех отношениях, народам сохранять свои традиции, культуры. Не унифицироваться, а все-таки быть такой цветущей сложностью. Мы говорили, что, наверное, в первую очередь надо нам, христианам, которые выбрали Христа, цвести в первую очередь с литургии. Собственно, поэтому литургия стала проводиться, и хотелось бы, чтобы это было не только в Москве, не только раз в год, а чтобы вот в каждой метрополии, в каждой епархии, в каждом регионе те народы,
которые славят Христа, исповедуют Христа, и у них есть уникальный свой язык и какие-то культурные особенности, одежды, еда, имена, ну все что угодно, искусство, чтобы все, что этим народам близко, прославляло Христа, не теряя вот эту вот культурную, уже созданную этим народом бытовую реальность, в которой они живут и которая им привычна. Об этом мы говорили вчера очень много. За год у нас большое продвижение, я так считаю, потому что каждый год нам дает больше информации, мы находим новых людей. Происходит некоторое даже привыкание массы, что татары – это двухконфессиональный народ, что это не монорелигиозная национальность, которая исповедует одну религию, это совершенно неправда. И вот, к примеру, тоже был представлен на конференции вот такой Шумаиль. На первый взгляд можно сказать, что это что-то арабское, а значит, это, скорее всего, мусульманское, плюс такой вид черный, там, золото, серебро. На самом деле, это вот моя работа, это христианский Шумаиль, православный христианский Шумаиль. Здесь написано «Святый Аллах, святый Кадратлей, святый Улемсес, безней ярлыка». Это Тресвятой, Святый Божий, крепкий, бессмертный, помилуй нас, потому что мы знаем, что Господь Бог есть Троица, и Господь Иисус Христос истинный Бог. И мы стали развивать это искусство наподобие того, что вот я видела в детстве. У меня в деревне всегда были вот такие подобные шумаили. Мне это привычно. И когда я приняла христианство, я поняла и осознала, что я не должна отказываться и от культурных моих тех вещей, которыми с детства были знакомы. Тем более, если они не связаны с исламом, например, как тюбетейка. Почему я должна отказаться от тюбетейки, если она не указывает на исламскую принадлежность? Я тюбетейку, ну я не мужчина, понятно, что я тюбетейку носить не буду, но вот мужчины, которые приняли православие, и тюбетейка им родная и близкая, они спокойно могут носить эту тюбетейку, потому что это не признак ислама. Это просто традиционная татарская, вот в нашем понимании, традиционный головной убор. То же самое Шумаиль. Да, Шумаиль, он уже у татар мыслится как искусство татарское и религиозное исламское. На самом деле нам понятно, что там просто взяты, если это исламский вариант, цитаты из Корана или суры и просто обрамлено узорами. Да? Вот. Но почему же мы не можем, христиане, сделать то же самое? Взять цитату из Библии или из каких-то текстов богослужебных молитв, да, как мы славословим Бога. И вот мы стали развивать такое искусство Шумаиля. Ну, это такой небольшой вариант, там Шумаили мы много сделали, разные варианты. Может быть, это самый такой удачный, потому что именно вот такие делали раньше в деревнях, использовали просто фольгу, иногда там красили как-то стекло разными красками. Ну, то есть такие вот подручные какие-то средства использовали. Но получалось очень колоритно и красиво. Вот хотела показать такой образ отца Даниила Сысоева. Это не икона в полном смысле этого слова, это образ отца Даниила. Как раз он в Киргизию ездил, и там была фотография, и из фотографии сделали вот этот вот образ. Члены нашей общины нарисовали вот такой портрет. Владыка Калистрат, возглавляя наши конференции, всегда говорил: ну где же у вас фото вашего первого основателя? Вот. И так сложилось, что Господь послал того, кто это организует, этот процесс, и написали вот такой вот образ отца Даниила. Это первый основатель нашей общины. Он сам по происхождению татарин, и он человек глубоко верующий и изучал свои корни. И он их изучал не просто, а он понимал, что если есть татарские корни, это не просто так. Он так возлюбил Христа, что он понимал, что если татарские корни есть, значит, вот нужно рассказывать о том, что есть татары.
христиане, и татары не должны это скрывать. И он так, когда я с ним познакомился, так мне и сказал: вот ты татарка, ты не должна этого скрывать никогда, потому что татар много, и если все будут это скрывать, никто об этом не узнает. Дальше хотела вам показать тоже одну икону. Это работа нашей общины. Здесь мы собрали неполное собрание святых татар. Это уникальная икона, потому что такой иконографии татарской, из того, что мы знаем, пока нет. Потому что понятно, что есть Серпион Кожезерский, да, Пафнутий Боровский, Петр Казанский, но никто не знает, что это татары. Некоторые из этих святых, они чистокровные татары. Вот. Но мы здесь кровь не цедим, вот. Мы просто собрали здесь святых. Информация есть в интернете, можно всегда найти, написать икона Курултай татарских святых. Для чего? Для того, чтобы татары тоже не забывали свои корни. Есть много святых татар, не просто священников, которые у нас священники действующие, их много татар, а есть святые татары, и мы можем к ним обращаться. Обращаться именно к своим сродникам по крови, потому что кому, как не им, знать наши печали. Кровь едина. И мы знаем, что святые, они живее живых. Потому что мы живем, и мы, христиане, связываемся молитвой, с Богом разговариваем. И для любого верующего человека это понятно, разговор, диалог с Богом. И такой же у нас диалог может быть разговор с любым святым. Можем к нему обратиться и с ним поговорить, у него попросить заступничества, просить защиты и просто поблагодарить. Вот такую икону мы тоже представляли на нашем Курултае. И интересные такие происходят события, движения. Наша община уже больше 20 лет ведет свою деятельность. За 20 лет мы много продвинулись, потому что 20 лет назад не было даже молитвослова на татарском языке. И когда наша община начала работу свою, все начиналось с того, что отец Даниил увидел, что из числа его прихожан много татар. В то время и я как раз познакомилась с отцом Даниилом. И первое, что мы начали делать, это молиться друг за друга и о наших сродниках на родном нашем языке. Вот. Тем более, что многие татары были московские, утерявшие татарскую языковую среду. И нам было очень радостно, особенно славить Бога на родном языке. Нам было особенно приятно, когда ты приходишь в православную церковь, и там тебе говорят: «Ой, сянмисес, халяргисничек». И это было очень приятно, потому что, опять же, как я говорила, что все, что мы в детстве восприняли, это очень радостно. А уже выросли, и уже Москва, работа, дикий темп, и уже как-то теряешь. С родственниками как-то меньше встречаешься, и как-то теряется языковая среда. И вот было радостно такая вот общинная жизнь уже с таким татарским компонентом. И шли годы, первый молитвослов издали, потом, причем искали молитвы, в библиотеку ездили, для того, чтобы фотографировали, перепечатывали. То есть это был такой труд, на самом деле, серьезный. Потом начали участвовать на сабантуях. Тоже был труд. Почему? Потому что все знают, что татары есть православные, но как-то себя не выпячивали, не демонстрировали. А тут вдруг появилась палатка православных татар. И многие татары московские, которые ходят на сабантуи, нас видели и подходили к нам, мы литературу раздавали. Вот. Был вот этот путь. На первый сабантуй, вот такой с палаткой, с молебном на татарском языке, вот отец Даниил приходил. И потом, когда его уже убили, мы дальше продолжали сами ставить палатку православных татар на сабантуях, шамаили там показывали, литературу показывали, историческую литературу приводили, в которой
много информации о том, что татары до принятия ислама, причем насильственного ханом узбеком, они имели как раз христианские корни уже, как сейчас мы говорим. Многие были христианами. Почему? Потому что там была очень серьезная проведена миссия в те времена. Там и католики приходили со своей миссией, и армяне, Ассирийская церковь Востока, Константинопольский патриархат, были митрополии, Сарайская епархия. Там очень много было присутствия христианства, о котором мы вчера на нашей конференции говорили. Были доклады об этом, что сейчас история, она преподносится в другом, в таком поверхностном варианте, что вот татары, ислам, вот, собственно, как бы и все, насильно крестили кряшеные, вот они такие вот насильственно крещенные, до сих пор кряшеные. Вот, ну, все это очень примитивно и неправильно, это не так. И вот эти конференции, они собирают уже людей, которые делают научные труды, в которых рассказываются цитаты тех, кто свидетельства каких-то путешественников приводятся, да? Это научные труды. Вот на конференции прозвучало несколько раз то, что собирается такое мероприятие грандиозное, которое будет действовать постоянно, я надеюсь, как собор или собрание, или курултай православных тюрков. Это уже будет как организация официальная. И туда войдут, конечно же, татары, потому что мы двухконфессиональный народ, исповедующий и православие, и, естественно, ислам. Вот. И как раз эта организация, она будет как-то защищать, наверное, и развивать то, о чем мы говорили много-много лет, что если ты кыргыз и ты принял Христа, ты остаешься кыргызом, славящим Христа. Если ты казах и ты принял Христа, ты казах, который принял Христа. Тебе не нужно из-за этого снимать твои национальные одежды, забывать свой язык. Ты просто начинаешь славить Христа на своем родном языке. То есть отсутствие такой организации, о которой я сейчас сказала, она иногда зачастую даже трагична для человека, потому что человек просто не понимает, кто он. Люди путают национальность с вероисповеданием, и им кажется, что если я принял православие, то я потеряю вот то самое родное, что у меня было. Потому что очень сложно человеку отлепить, отделить вот религиозные моменты от традиционных. И вот этот орган, эта организация, она призвана как-то людям разъяснить, где то, что мы можем оставить, где то, от чего мы отказались при крещении. По сути, мы отказались от некоторых убеждений ради Христового учения. Богом не запрещено носить головной убор, тюбетейку. Богом не запрещено, данный Богом же наш родной язык. Наоборот, нужно его... Все должно быть Богом освящено. И язык, и та же самая тюбетейка, и одежды, и чак-чак, пиромяч. Вот. И все должно быть освящено и прославлено Богом во Христе. Мы не должны от этого отказаться, этого ломания лишнего, его не надо. Это как раз то, что увидела я среди людей тюркоязычных и других. Вот эти вот вопросы я увидела. Я не просто так об этом говорю. Через нашу общину много людей прошло, и на конференциях мы поднимали вопросы разных народов. Вот эта ломка, она лишняя. Ее просто не должно быть, я считаю. Если просто людям рассказать, просветить их вот в этом направлении.